Это сенатор Крейн из правительства Соединенных Штатов. Вы понимаете? Я говорю на вашем языке. Ну, хорошо. Сенатор Крейн прибыл предложить вашему народу лучшую жизнь. Лучшую, чем что? Лучшую, чем сейчас. Мне нравится, что есть. Я понимаю. Но вы живете в каменном веке. А мы у истоков Великой индустриальной революции. Он не понимает, почему. Вождь! Правительство Соединенных Штатов предлагает вам свою землю. У нас своя земля? Нет, она не ваша, а правительство Штатов. Они ее купили? Нет. Они обменяли ее? Все не так. Тогда почему ею владеют? А он прав. Если примете предложение, больше не придется скитаться по прериям и охотиться. Можете рассчитывать, страна о вас позаботится. Вы не моя страна. Мы дадим вам все нужное, если вы согласитесь жить в резервации. Нам ничего от вас не надо. Мистер Дюран, мы можем... Хватит, преподобный. Удачи. Салам алейкум, хурматли милитештер, хаумаладуттар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня хотел бы поговорить с вами о очередном начинающемся конфликте между местными жителями и олигархами. На стороне олигархов, конечно же, как всегда, выступает еще и наша башкирская власть в лице Хабирова. Здесь сегодня будет речь идти о Кыргызстане. Сразу оговорюсь, что тут многие... Почему я начал об этой теме говорить? Многие скажут, что вот, Руслан, зачем ты лезешь, там, да, ты и так во всех списках там экстремистов, террористов, иностранный агент, и если ты начнешь сюда лезть, то тут же всех защитников объявят как бы там, да, пособниками твоими. Ну, я скажу так, что уже объявили пособниками, уже начались везде какие-либо посты, статьи писать анонимные, где говорят, что это я там всем руковожу, что я там разжигаю и так далее. Я там подговариваю местных жителей, чтобы они не соглашались на разработку. Так что есть я, нет меня, в любом случае тут как бы будут использовать тему там Запада, иностранных агентов и так далее. То есть я хочу просто обозначить позицию сегодняшнюю свою по этой теме и вообще как бы обрисовать проблему. Итак, хребет Кыргызстана. Что это такое? Это, скажем так, хребет, который расположен в Южных Уральских горах, на территории, в основном на территории Абзелиловского района, длиной 60 километров. Это очень живописные места. Там в Абзелиловском районе у нас расположены одни из самых красивых гор, самые красивые озера там, например, озеро Яктыкуль, да, где санатории есть. И там любят отдыхать очень многие челябинцы. Там у них свои курорты, курортные базы. Там есть горнолыжные курорты. Туда любил приезжать раньше там диктатор Путин в свое время. Вот. Ну, в общем, очень красивая, живописная природа. И, конечно же, местные жители очень берегут эту природу и не хотят, чтобы там произошла какая-либо экологическая катастрофа. Тема с хребтом Кыргызстана вообще по разработке пошла в 2018 году. В общем, в чем суть проблемы? Там нашли медь. Есть там такой маленькая заброшенная деревня, совхоз Салават называется. Там сейчас остался один домик, вот, но название как бы осталось. И вот на этой территории этого совхоза Салавата нашли медь. Много залежей, большие залежи меди. Если посчитать там себестоимость, ну, в общем, там около 208 миллионов тонн медной руды, которая несет в себе около миллиона тонн меди. То есть 1 тонна медной руды несет в себе 5 килограмм чистой меди. И если посчитать, высчитать, то там получается около миллиона тонн меди. Сколько стоит этот миллион тонн меди? Вот. Если по средней рыночной цене мировой
посчитать, то это от 8 до 10 миллиардов долларов. То есть огромная гигантская цифра. Это только сырье. А надо понимать, что медь это стратегически важный такой продукт, из которого производят сегодня там, ну и медную проволоку, там, да, различные контакты. И в электронике используют ее. И сейчас очень много электромобилей делают. И они там вот тоже очень много меди используется. Электромобили это вообще будущее, там, да, и многие сегодня европейские страны уже практически 50% их машин перешли на электрические автомобили. Поэтому производство это будет только нарастать. А это медь. И медь, конечно же, везде используется. Медь это стратегически важный продукт. И вот и там огромные большие, на Кракатау большие количество запасы этой меди нашли. В 2018 году началась эта как бы тема, проблема началась. Федеральный центр, федеральные структуры выдали лицензию русской медной компании. Русская медная компания это компания, которая расположена в Свердловской области, она там зарегистрирована, соответственно, и налоги все идут туда. Сама русская медная компания, не сама русская медная будет компания добывать это золото, эту медь точнее, а ее дочерние предприятия ООО «Салаватское». Вот. И тут же сразу же появились там некоторые, скажем так, манипуляторы, которые начали говорить, что вот, это же как бы не русская медная компания собирается добывать, это будет ООО «Салаватское», а у нее директор там Бахтигареев Тагир такой, Тимирбаевич, типа это наш башкир, вот это наша башкирская компания будет. Нет, на самом деле ООО «Салаватское» это просто прокладка, да, это дочерние предприятия, которые создали таких дочерних предприятий у русской медной компании около 40. Это создается такое дочернее предприятие, ООшечка, как говорится, именно под этот карьер. Вот когда ее выработают, а лицензия дана на 25 лет, когда ее выработают, это предприятие будет ликвидировано, а все доходы получит русская медная компания. Так вот, то, что туда нашли, там, директором поставили башкира, да, вот этого Бахтигареева Тагира, это ни о чем не говорит. Просто нашли туземца, которому дали побольше бус, вот, и все. И вот он там, недавно у него заявление было, он там говорил, вот, мы башкиры, там, мы любим природу, конечно же, я против, там, чтобы загрязнять природу, там, я сам люблю отдыхать, там, в Абзелиловском районе и так далее, мы, конечно же, у нас все будет хорошо, у нас все будет там прекрасно, никакого загрязнения природы не будет, мы вам достанем вашу медь там аккуратно и чисто. Вот. Что это напоминает мне? Мне это напоминает такое вот сравнение у меня есть, да? Нашли бедного человека, у которого все плохо в жизни, там, да, он работает на маленькой работе, маленькая зарплата, вот, ему говорят, слушай, давай мы тебя там вот почку одну вырежем, и тебе за это дадим 100 тысяч, ты не переживай, как бы, да, мы тут провели исследование, оказывается, все будет нормально, там человек без почки может прожить там еще 30-40 лет, мы тебе за это дадим, во-первых, там 100 тысяч рублей, ты там погасишь свои кредиты, какие-то там временные, там, да, оплатишь коммуналку, купишь себе еды, плюс мы тебе проведем все это безболезненно, никаких там швов не останется, шрамов не останется, лазерной терапии и так далее, как бы, потом еще дадим тебе 2 недели отпуска, так что соглашайся. Вот примерно вот так вот мне напоминает сегодняшнее вот то, как пытаются убедить местных жителей о том, что мы вас разработаем вашу медь, вытащим ее аккуратно оттуда, как бы, да, и ничего, у вас там никаких экологических проблем не будет. Примерно так. В 2018 году, когда подняли эту проблему, вот эти вот приезжали с русской медной компанией вот эти представители и проводили беседы, да, с местными жителями, пытаясь их убедить. И вот там действительно такое отношение было как к туземцам. Давайте посмотрим. У вас будет, я уже сказал, горно-обогатительного торговый комбинат. У вас будет средняя зарплата, как у нас, у работников. Работники будут в первую очередь набраны из района, в первую очередь. У вас вернутся все, кто сейчас работает продавцами, сторожами в Магнитогорске, мальчишки и девчонки, они будут жить дома и будут работать на том предприятии, которое будет у вас. Численность вашего предприятия будет порядка такого же, от 1000 до 1500, потому что у вас по объемам, хотя вы и будете в 2-3 раза меньше перерабатывать, но вся структура, она требует того же присутствия людей. Средняя зарплата у вас будет 55 135 рублей на одного работающего. И средний возраст работников, как у нас, 39 лет.
у вас в деревнях появятся вместо соломы крыши металлические. Нету у нас соломы крыши. Нету. Ну тогда соломенные появятся. Может быть. То есть, смотрите, я правильно понимаю? Вот на этом видео мы видим, да, что как они относятся к нам, как действительно там индейцам и туземцам. Вот у вас там не будет теперь соломенных там крыш, там будут у вас теперь железные крыши, да, ну это смешно просто смотреть. Действительно, люди, которые приезжают сюда и пытаются нашу там природное богатство выкачать, они тут представляют нас какими-то там дикарями, да, которые живут там в каких-то хижинах, покрыты соломенными крышами, наверное, там, да, вот примерно так, да, до сих пор думают, что мы там в юртах, там, кочевничеством занимаемся и так далее. Это о чем говорит? Это говорит о том, что люди нас ни во что не ставят, то есть, да, они даже не поинтересовались, как мы живем, какой у нас быт, какая у нас культура, какие у нас традиции, да, как мы бережно относимся к своей земле. И сравнение с индейцами, оно действительно здесь очень такое прям конкретное. И раньше в свое время индейцев пытались обманывать именно вот так вот, там, покупая за бусы, там, за зеркальца и так далее. Потом только индейцы, когда уже осознали, что они действительно просто у них хищнически расхищают землю, они стали оказывать сопротивление. И вот здесь то же самое. К нам относятся как к туземцам, как к индейцам. И то, что они нам обещают, что вот якобы мы у вас все там заберем и никакой экологической проблемы не будет. А местные жители говорят, что проблемы, скорее всего, будут. И обмельчают реки, и обмельчают озера, и будут там пыль, и будет грязь, как бы, и природа начнет засыхать, там деревья начнут высыхать и так далее. Они убеждают нас, что нет, ничего этого не будет. Но, допустим, жители согласились на эту разработку. Вот они начали добывать, а карьер, медь это находится на глубине 500 метров. Вот они начали рыть этот карьер, начали все-таки там добывать оттуда медь, и начало все пересыхать. Да? Вот, их, скажем так, обещания не оправдались. И действительно начало все пересыхать, реки пересыхать, озера пересыхать. И что они скажут? Ну, скажут, извините, да, вот как бы, ну, расчеты наши были немножко не такие, неправильные. Но сейчас уже ничего не поделаешь, мы уже начали копать, придется как бы докапывать, как бы там все равно вытаскивать. Все равно уже как бы экологии нанесен ущерб. Мы вам там возместим, там, да, мы вот вам дадим каждому по 50 тысяч рублей в качестве там возмещения ущерба. И все, мы можем вас переселить. Примерно вот все, что они могут сказать в этом случае. Никто, конечно же, не понесет никакой ответственности. Природу, и самое главное, природу уже не восстановить. Вот это самая главная проблема. Поэтому верить им или не верить, но это, скажем так, я бы не верил. Я бы не верил, и местные жители прекрасно понимают это. И у них есть яркие примеры того, вот когда в Сибае там вырыли целый карьер медный, там, да, и вот остался до сих пор этот самый большой карьер в Европе. И он до сих пор несет в себе проблемы. Мы помним, да, в 2019 году зимой, когда он начал дымить серным смогом, и он накрыл весь город, там, да, какая была проблема, какие были протесты. Мы все это помним, да. То есть мало того, что город ничего не получил от этой добычи нефти, там, город заброшенный, там, да, депрессивный, у него там разбитые дороги, нет никаких нормальных производств, ничего нету, то есть, да. А город ничего с этого не поимел. Да, он там какое-то время жил, там заработали люди, получали зарплаты, но он не развивался как нормальный город. То есть, да, вот маленький городок и так далее. И сейчас он заброшенный. Вот будет то же самое, когда сейчас обещают там по 50, по 60 тысяч, как в этом видео, да, вот мы видели, будут платить. И что? Ну, 25 лет. И потом что? Потом все, да, ничего не останется, природа высохнет. И так далее. Поэтому люди все понимают, и уже с 2018 года, там, 2019 года начались протесты, начали записываться видео, и видео записывались местными жителями не такие, как сейчас там уважаемый Бастрыкин, там, уважаемый там Владимир Владимирович, там, уважаемые там депутаты Госдумы, как некоторые наши деятели записывают. Нет, там достаточно серьезные, жесткие были там требования, говорит, что нет, мы не допустим никакой разработки, нам здесь не нужна ваши никакие карьеры, уходите отсюда, и все. И в 2020 году, 20 сентября, в селе Аскарово, это райцентр Авделиловского района, прошелся большой сход местных жителей, собралось что-то около 5-6 тысяч человек, которые четко заявили, там были сильные яркие выступления, и где четко заявили, что нет, мы не допустим никакой разработки.
Давайте посмотрим. Этими водами мы не сможем. Здесь уже говорили, это потеря огромного количества рабочих мест. Все это говорили, еще раз скажу. Я хотел бы вспомнить вот о чем. Я в свое время очень хорошо изучал башкирский эпос Урал-Батыр. Так вот, я думаю, что вот именно сейчас стоит вспомнить главный подвиг Урал-Батыра. Урал-Батыр сразился с драконом за то, чтобы освободить источник вечной молодости. Он побеждает дракона, он получает в битве смертельные раны, но сам он этим источником не пользуется. Он разбрызгивает эту воду вокруг и дарует бессмертие всей природе. И через бессмертие природы он дарует бессмертие своему роду. И вот именно в этом заключается главный подвиг. Не то, что он дракона победил, а то, что он сохранил природу для нас, для всех. Я думаю, что вот эта мысль, она должна сейчас вот пропитать все наши действия. Вот давайте повторим подвиг Урал-Батыра. Давайте сохраним воду, давайте сохраним природу. Вот только это дарует нам какое-то нормальное будущее. Другого выбора нет. Ну и давайте вспомним, опять же, в самом конце эпоса Урал-Батыр есть сюжет. Богатырь Идель, сын Урала, плотным мечом рассекает гору и выпускает воду в степи, чтоб напоить степи, чтоб людям было что пить, чтоб скоту было что пить. И он фактически повторяет подвиг своего отца. Ну а гора, которую он рассек, называется Крыкты. Крыкты. Итак, мы с вами живем в удивительном месте. Оно овеяно легендами. И в этих легендах есть вот некая программа наших действий. Другого выбора у нас нет. После этого схода русская медная компания заявила, что она будет уходить. Почему она ушла? Потому что на тот момент как раз произошли события на Куштау. Буквально месяц назад до этого схода в Аскарово произошли события на Куштау в августе 2020 года, где народ победил. И на фоне этого успеха, конечно же, народ вдохновился и вот провел этот сход, ярко выступил, дружно все вместе поднялись, и, скажем так, правительство и олигархи не стали обострять, ушли, решили выждать. Прошло 5 лет. Прошло 5 лет, что с тех пор изменилось? А изменилось очень многое. Россия начала войну, полномасштабную войну с Украиной. Все думали, что там она будет 3 дня, максимум месяц. Но война затянулась, она уже идет 4-й год. И на войну, из-за этой войны на Россию обрушились большие санкции. Таких санкций нет ни у одной страны мира. Вот, Россия больше не поставляет газ в Европу, то есть она лишилась огромного куска доходов своего. Сегодняшний кубышка, это вот этот фонд благосостояния практически исчерпан. И нефть падает в цене. Я еще раз говорю, санкции наложены на танкеры, на все. В Россию не заезжают никакие инновации, ушли много фирм, компаний. В общем, экономика трещит по швам. А сама Россия, так как она ничего не производит, и мы знаем, да, что если производит Япония, Германия, Франция, Англия, США, Канада, производят действительно какую-то продукцию, которая пользуется в мире, мы знаем автомобили, станки, различные электроника и так далее, то Россия такого ничего не производит. Это сырьевая колония, сырьевая бензоколонка, которая торгует только нефтью, газом, медью, древесиной и так далее, то есть сырьем. Вот. И за счет этого она держится как-то на плаву. И, соответственно, конечно, сейчас, когда она со всех сторон на нее санкции, она еще больше будет выкачивать природных ресурсов, чтобы продавать. Продавать в 3 раза дешевле, продавать со скидкой, но как-то что-то
хотя бы за это получать. И, конечно же, эту медь она будет пытаться максимально, то есть всеми правдами и неправдами будет попытаться разработать. Уже сейчас русская медная компания начала свою вот эту кампанию. Сейчас она пока просто пытается убедить население, что на самом деле все хорошо будет. И вот это, как правильно заметили некоторые общественные деятели, о том, что русская медная компания сейчас, скажем так, ведет не такую агрессивную политику, как в свое время БСК Сода вела. Она начала подкупать известных там блогеров, экологов, которые начинают говорить о том, что русская медная компания это классная компания, там, да, у нее экологически чистое производство, что все хорошо там и так далее. Вот через это она, скажем так, пытается убедить местное население Абдилиловского района. И одновременно с этим она продавливает, как бы убирает всех ненужных. Вот это вообще зачистка, она шла уже долгие годы. Мы помним, да, организацию Башкорт закрыли, Фаиля Алсынова посадили. Это все для чего делалось? Убирались там Айрата Дельмухаметова, Рамилю Саитову и так далее. Это все делалось для чего? Для того, чтобы убрать наиболее сильных лидеров. А потом произошел раскол в башкирском национальном движении. Специально сделали так, что вот дискредитировали вообще любые сходы. И вот в связи с баймакскими событиями дискредитировали любые там сходы граждан. И осуждали там, вот кто призывал на то, чтобы выйти там на баймакских событиях. И сейчас получается так, что любой сход, который там будет в защиту Кыргызстана, его начнут как бы там осуждать и говорить, что вот, нельзя, появятся люди-провокаторы, которые будут говорить, все, сейчас всех посадят, не надо выходить и так далее. Это результат того, вот тех недальновидных наших общественных деятелей, которые дискредитировали вообще вот это вот проявление, скажем так, общественности в виде сходов. Это вот их действия. К сожалению, вот сейчас на Кыргызстане они очень сильно отразятся на событиях Кыргызстана. Вот. Что делать? Я ни к чему призывать не буду, конечно же, чтобы меня там не осудили, ничего. Но я хочу сказать так, что вот особенно обращаясь к местным жителям. Смотрите, на сегодняшний момент никто, наверное, не сомневается, что Республика Башкортостан является колонией, которая сама по себе ничего не решает. И вот как я сказал, да, то есть федеральный центр выдал лицензию на разработку Кыргызстана, и у местных жителей ничего не спрашивали. Да, там сейчас должны пройти слушания, но я уверяю вас, что даже если как бы вы все встанете против и скажете, что нет, мы против, как бы, да, мы не хотим, все равно разработка будет. И ну, законы сегодня не работают, а России нужны деньги. Поэтому для видимости, конечно же, они проведут слушания, возможно, нагонят туда каких-то там послушных болванчиков, которые скажут, что да, возможно, чисто русское население, которых сегодня уже, к сожалению, в Абдилиловском районе очень много, нагонят туда, и которые скажут, да, мы голосуем, все нормально, как бы, да, пусть будет карьер. Вот. А что в этом случае делать? В этом случае, конечно же, я ни одного случая не знаю, когда бы с помощью вот там каких-то заявлений, каких-то обращений, петиций можно было бы остановить вот какое-то серьезное производство, которое там уже олигархи задумали, да, вместе с властями. И когда некоторые сейчас призывают там, вот мы будем действовать только в рамках закона, ничего не говорить про политику, ничего не говорить против СВО, и мы будем вот только там за экологию выходить. Но еще раз говорю, а как выходить? Что делать? Писать только одни обращения и заявления – это заранее проигрышный вариант. Бесполезно, все будут получаться отписки, а постепенно там будет происходить вырубка леса, подготовка к разработке и так далее. И это не остановить до тех пор, пока не выйти населению. Народ может остановить только массово выходя против разработки. И это проверено временем, это проверено, скажем так, различными большими событиями, которые уже были, которые уже случались в истории, и где народ побеждал. Это и Шиес, это и Куштау, это и Тимясово, да, это и Кыргызстан, 2020 год, мы помним. Вот. Поэтому и там всегда народ, когда выходил массово и говорил, что нет, мы против, мы не дадим, не допустим. Все, народ, власть шла как бы на попятную. Если сейчас не выходить и просто писать
что мы против, там, да, пожалуйста, там, разберитесь, какие-то там требования. Да, писать надо, конечно, я ничего не говорю. Но нужно понимать, что вот одними, как бы, там, заявлениями, одними петициями это дело невозможно, как бы, там, выиграть. Поэтому местному населению нужно быть готовыми. Я за разработку я или против я разработки. В нынешних условиях, конечно же, я против, потому что местные жители ничего не получат, никаких дивидендов от этого не будет. От того, что там какая-то часть будет работать, вообще не факт, что они, конечно, будут работать, но не факт, что там природа не пострадает. Скорее всего, пострадает природа. Поэтому я, конечно же, против. И самое главное, что, ну, от этой разработки ничего не получит ни республика, ни тем более местная власть в Абзелиловском районе. И из-за этого я считаю, что убрали на днях буквально главу Абзелиловского района, там, да, Ильдара Нафикова. И многие знают, что он был, скажем так, противником разработки хребта Карктау. Он прекрасно понимает, что никаких там доходов в бюджет Абзелиловского района не пойдет, никаких дорог не будет построено. И они, в принципе, ничего и не обещают. Они говорят, что максимум там мы вам обновим какие-то здания, но постройку там новых школ, новых больниц, новых там детских садов, каких-то оздоровительных комплексов, какие-то производства после того, как, если это закончится этот карьер, чтобы там было кому работать, было где работать людям. Ничего этого не обещает никто. И максимум, что они могут сделать, еще раз говорю, то есть обновить какие-то там здания, там где-то там подшаманить дороги, и все. И все. Это, конечно же, колониальный подход, это, еще раз говорю, бусы. Бусы взамен золота. Это сегодня золото там, 21 века называют медь. Поэтому я против разработки. Если бы Республика Башкортостан была бы независимым государством, к чему мы стремимся и что обязательно произойдет, я считаю, что в ближайшие 10 лет, 15 лет все это произойдет, потому что со смертью Путина обязательно Россия рухнет. Нужно только вот это время выдержать. После того, как Республика Башкортостан станет независимым государством, можно будет, скажем так, уже поднять этот вопрос с разрешением местных жителей, если они будут согласны. Можно будет пригласить различные там компании с разных стран мира, там канадские, там японские, американские, какие-то там французские компании, которые предложат свои проекты вот по лучшим там международным стандартам, у которых там уже есть, скажем так, объекты, где они проводили подобные, да, разработки, и все там нормально у них. Вот. Если они как бы смогут своими проектами вот этими, да, своими доводами убедить местное население о том, что действительно ничего не пострадает, мы вам будем выплачивать зарплату, там будут работать чисто местные, зарплата будет там от 1,5 до 2, там, до 3 тысяч долларов. Вот, мы вам построим больницы, школы, садики, там, улучшим дороги, там, инфраструктуру и так далее, газификация, все будет. В этом случае как бы местные жители рассмотрят и примут свое решение, согласны они или не согласны. Никто на них ничего давить не будет, потому что в независимом Башкортостане муниципальная власть будет очень сильная, власть на местах будет очень сильная, они сами будут решать, захотят они, чтобы у них была разработка или не хотят. Но не сегодня. Сегодня это невозможно. Сегодня за нас решает даже не башкирская власть, а решает московская власть. Поэтому сегодня никаких разработок не должно быть. И надо тянуть максимально время, надо максимально останавливать любую стройку, останавливать любую разработку, не давать туда приезжать техники. Это мое мнение. Поэтому максимально судиться, максимально затягивать, все, что можно, но, еще раз говорю, без массового выхода людей, без протестов это невозможно. А сейчас начнут говорить, что вот Габасов призывает там, да, но, еще раз говорю, я привел вам примеры, где народ побеждал. Если народ боится выходить и собирается просто там, идя на поводу у некоторых там деятелей, судиться только там, отписками заниматься, все, дело будет проиграно. Поэтому, народ, не отдаем нашу башкирскую землю никому. Тянем время. Я думаю, что 10-15 лет, и
Республика Башкортостан станет независимым государством, а там уже мы уже сами будем хозяевами на своей земле. И все доходы будут идти в местный бюджет от любой разработки, если вы ее позволите сами, местные жители. А вообще, у нашей природы, я считаю, что она уникальная. И если мы там будем развивать туризм, то мы получим намного больше доходов, чем от там каких-либо разработок временных. Туризм, природа, она вечная, если к ней относиться хорошо, беречь ее, то там можно будет, еще раз говорю, развивать международный туризм, со всего мира будут приезжать, смотреть на нашу уникальную природу, отдыхать там. И это принесет намного больше доходов Абзелиловскому району, там, и другим районам Зауралья, и Башкортостану в том числе, чем там одноразовая разработка меди. На этом все. Халбовы, хурматли милеташтар, усражавателям. Разошлите это видео всем, кого беспокоит проблема хребта Кырктау. Подумайте над этим, принимайте решения совместно с умными людьми. Не идите на поводу у провокаторов, которые вам говорят, что разработка только во благо республики. Нет, никакого блага вы не увидите. Халбовы.